голосования. С нами также посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Магомедович Зязиков. Мурат Магомедович, слышите нас? Да, добрый день, Павел Викторович, слышу вас, уважаемые коллеги, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Благодарю за предоставленную возможность проинформировать вас о ходе избирательного процесса на выборах президента Российской Федерации в Республике Кипр. Это одно из первых таких загранучреждений, страна, где мы начали досрочное голосование с решения Центральной избирательной комиссии. Они у нас прошли конструктивной, такой большой явки и очень большая активность наших людей. Вчера мы начали первое голосование, сегодня второй день у нас, и завтра, и 17 числа будет заключительное голосование. Мы отмечаем, что явка очень большая. И я еще раз хочу повторить, что вчера, 15 марта, стартовало трехдневное голосование, и мы уже вчера почувствовали, что явка очень большая, и люди, наши соотечественники, они очень заинтересованы, они приходят с семьями и на избирательный участок, и такой повышенный интерес к выборам президента Российской Федерации. Мы со своей стороны старались охватить практически всех соотечественников. Здесь была предварительно проведена большая работа. Мы через соцсети и телеграм-каналы, и всевозможные, и русское радио, и во всех учреждениях, где это возможно, были объявления о выборах, о том, как проголосовать, какие условия, в каких городах все это будет осуществляться. И эта работа, она дала свой результат, потому что мы знаем, что на выборах главы государства, когда очень явка большая, это говорит о том, что люди заинтересованы, наши соотечественники, людям не безразлична судьба нашего государства, люди голосуют за страну, люди голосуют за наше развитие нашей страны, за духовные ценности, за ее стабильность, за безопасность. И, конечно, мы это чувствуем. Хочется особо поблагодарить наших волонтеров, наших соотечественников, которые тоже очень много сделали. Возвращаясь к тому, что мы старались охватить всех, хочу подчеркнуть еще один в контексте, считаю важным также отметить, что вчера у нас проголосовал задержанный на Кипре по ордеру США по надуманным, по политическим таким надуманным сюжетам, изъявивший желание, Петров Артур. Мы предоставили такую возможность. Хочу еще подчеркнуть, что мы, начиная с первого дня возни вокруг него, мы сопровождаем консульские услуги, оказываем, и сопровождаем этого человека, и будем и дальше. То есть мы доходим до каждого человека, кто хочет проголосовать. И хочу еще подчеркнуть, что была проведена предварительная, к тому, что я уже говорил, большая работа по обеспечению безопасности проведения выборов. Я лично сам проехал как руководитель российского загранучреждения, где представительство, проехал все наши точки, где мы должны были голосовать. С руководством страны встречался, буквально неделю назад с министром иностранных дел Кумбасом, с руководителем полиции, с начальником полиции Кипра, и где мы поставили вопросы, вопросы безопасности, и мы работаем в тесном контакте с соответствующими правоохранительными структурами. Могу сказать, что на сегодняшний день и в период досрочного голосования, которое тоже была очень большая явка, и на сегодня, на второй день, каких-то моментов, таких провокаций, мы каких-то там противодействий голосованию мы не зафиксировали, все у нас в штатном режиме идет вся эта работа. Избирательная кампания, она осуществляется в соответствии с законом. Мы, еще раз хочу подчеркнуть, активность. У нас здесь русских людей 120 тысяч. Здесь кругом, везде, где бы мы ни были, такой повседневной жизни. А сейчас, в период особо выборной кампании, мы чувствуем русскую речь, русский мир, мы чувствуем русскую мечту. А русская она заключается в том, что мы хотим, чтобы наша страна была и конкурентоспособной, и инновационной, и вопросы безопасности. И нам, я знаю, нашим соотечественникам, с которыми я очень часто встречаюсь, с многочисленным количеством,
их очень волнует судьба нашего государства и его прекрасное прошлое, славное вот настоящее и очень доброе, которое ожидают люди в будущее. Вот такой настрой у наших людей. И, Павел Викторович, хотел бы еще подчеркнуть огромное спасибо Центральной избирательной комиссии, в которой мы работаем в тесном контакте, и все вопросы, которые возникают, они решаются вот прям очень конструктивно. А явка, вот мы даже сегодня, ну у нас еще в городе проходит мероприятие в районе посольства, значит, люди отмечают праздник, Масленица. Мы уже попросили, чтобы вот немножко поубавили звук, потому что здесь мы не смогли бы с вами общаться, здесь на улице организованы и выставки, и ярмарки. Значит, и тем, кто приходит первый голосовать, мы значит, вручаем почетные такие вот как бы награды, имеются в виду такие сувениры. И многие приходят с детьми, с семьями. Вот такой момент хотел подчеркнуть. И еще хочу подчеркнуть, что мы создали все условия с первых дней для такого комфортного, доброго и хорошего, значит, голосования, чтобы люди могли себя чувствовать комфортно. На любой вопрос, который возникает у наших соотечественников, у наших избирателей, есть и выездные у нас. Мы там, где люди, есть проблема значит, по состоянию здоровья, это тоже мы предусмотрели. Мурат Магомедович, действительно чувствуется ваша личная вовлеченность в организацию голосования, действительно рекордные цифры по досрочке. И вот сейчас вы выходите к нам в эфир с участка, мы видим ту заинтересованность, то большое количество наших соотечественников, которые идут голосовать. Николай Иванович Булаев хотел тоже... Мурат Магомедович, добрый день. Ну, мы как бы наблюдаем все, что происходит в посольстве, вашу работу. Да, были определенные, так сказать, вот страхи, что при таком количестве людей организовать достойное голосование будет сложно. Но вот мне кажется, ваш огромный жизненный опыт, ваша энергия, настойчивость такая вот, переубедила всех скептиков. И на самом деле работа сегодня по организации голосования сделана просто блестяще. Вам огромное спасибо за то, что вы смогли преодолеть, в том числе какое-то сопротивление и непонимание здесь. Вот, и сделали все для того, чтобы люди смогли проголосовать. Огромное вам спасибо от всей Центральной избирательной комиссии. Спасибо, Николай Иванович. Будем работать и дальше. Спасибо, успехов вам также и сегодня, и завтра.